Што цяпер робіць каманда Віктара Бабарыкі? Чым яе стратэгія адрозніваецца ад іншых апазіцыйных сілаў? І ў чым сэнс дзейнасці каардынацыйнай рады? Пра ўсё гэта мы пагутарым сёння ў праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І наш сённяшні госць Іван Краўцоў, сакратар каардынацыйнай рады, координатор штабу Віктара Бабарыкі і арганізацыйнага камітэту партыі «Разам». Спадар Краўцоў, дзякуй вам вялікі, што знайшлі час пагутарыць. Добрый вечер. Рад встрече. Сёння вашу справу пачаў разглядаць Менскі гарадскі суд, і вас вінавацяць у розных рэчах, вінавацяць у арганізацыі, экстрэмісцкай арганізацыі, вас вінавацяць у распальванні варожасці, у махлярстве ў сабе ў буйных памерах і таксама ў спробе захапіць уладу неканстытуцыйным шляхам. Хоць нешта з гэтых абвінавачванняў вы лічыце мае пад сабой нейкія падставы? Ну, это зависит, конечно, от трактовки. Если считать Координационный совет и демократическое движение экстремистским, то тогда, безусловно, это можно так называть. Но я экстремистским демократическое движение не считаю, а тем более не считаю те требования, которые озвучивал я или члены Координационного совета, или члены команды Бабарыка, экстремизмом. Да, требования по соблюдению законодательства Республики Беларусь о выборах или требования по соблюдению уголовно-процессуального законодательства, с моей точки зрения, не являются экстремистскими. Поэтому эта оценка варьируется, скажем так, от политической позиции. И да, сейчас вот у белорусских властей она такая. Организации любого типа, даже самые умеренные, называют экстремистскими. У 2020 годзе было зразумела, для чаго ствараецца каардынацыйная рада. Яна называлася каардынацыйная рада пра перамову аб пераходзе ўлады. І тады многія, наадварот, яе абвінавацілі ў тым, што яна недастаткова радыкальная, што яна не хоча взяць на сябе адказнасць, не хоча на сябе ўзяць уладу. Але ў чым сэнс яе дзейнасці цяпер? Координационный совет сейчас это единственная площадка горизонтальная, где представлены гражданские инициативы и различные политические структуры. Другой такой организации демократических сил нет. Надо понимать, что, конечно, эта организация прежде всего выполняет наши внутренние функции. То есть для тех участников, активистов, которые сейчас еще занимаются белорусской повесткой, это имеет значение. Да, там они могут скоординировать свою работу и получить, так скажем, доступ к лидерам вот этого демократического движения. Да, с точки зрения обычного белоруса, конечно, довольно сложно быть в контакте с представителями Координационного совета, когда все сейчас они находятся за рубежом, и деятельность Координационного совета не может быть в Беларуси. Это большая проблема, но это проблема не только Координационного совета, это проблема всех структур и гражданских, которые действуют сейчас за рубежом. А як вы лічыце, для гэтых структураў наўпрост трэба мець нейкую такую арганізацыю, структуру, як каардынацыйная рада, каб паміж сабой камунікаваць, пра нешта дамаўляцца? Ці ў сучасным свеце можна гэта рабіць, так бы мовіць, проста камунікуючы на нейкай, не ведаю, інтэрнэт-платформе, напрыклад? Да, но Координационный совет это же и есть на 80% коммуникация между инициативами. С другой стороны, если он существует до сих пор 3,5 года, значит и потребность такая есть. Например, особенно важно, что Координационный совет – это удобная форма работы, экспертная. Вот, например, тот стратегический диалог, так называемый США, но по сути контактная группа гражданского общества с государственным департаментом, он и строится таким образом. Из групп Координационного совета и других структур выбираются эксперты профильные, например, по экономике, по образованию, по правам человека, по журналистике. И эти профильные эксперты, они ведут диалог там, с представителями, например, США или с представителями Еврокомиссии. Поэтому с этой точки зрения, конечно, нужна форма работы. И Координационный совет это и есть эта форма работы. Вы таксама координатор штабу Віктара Бабарыкі. Ці ёсць цяпер з ім камунікацыя за апошнія месяцы? Ну, вы знаете, большая часть лидеров демократического движения, она сейчас находится в изоляции. Да? Около года уже нет никакой переписки, нет посещения адвокатов, нет звонков с родителями, с родственниками. И Віктор Бабарыка в этом смысле не исключение. В первые годы нам удавалось поддерживать связь и давать ему
обновление по текущей ситуации. И в этом смысле, я думаю, он представляет себе довольно хорошо, что происходило в 2021, 2022, 2023 годах. Но вот последний год – это действительно большая проблема. И очень часто этот вопрос поднимается на всех международных площадках. И я думаю, первый шаг вообще к какой-то нормализации политической ситуации в стране – это вот именно доступ к политзаключенным. Вот недавно была новость, например, что Анжелика Борис посетила Андрея Почобута в исправительной колонии. И я думаю, вот это очень правильный шаг. Если бы действительно был бы доступ к лидерам демократического движения, то и, возможно, можно было бы обсуждать выход из сложившейся ситуации. А ситуация сложилась непростая, потому что я не думаю, что долго в состоянии, например, тотальных репрессий против журналистов, против гражданского общества экономика Беларуси может существовать эффективно. Да, она может существовать неэффективно, я не вижу признаков угроз для экономики каких-то критической. Действительно, адаптация произошла очень успешно. Санкции здесь не являются каким-то инструментом, который меняет поле игры полностью, но я думаю, что в интересах государства Республики Беларусь как-то все-таки разрешать этот политический кризис. И пока есть политзаключенные, политический кризис, он присутствует. Вы таксама координатор штабу Віктора Бабарыкі. Чым цяпер займаецца команда Віктора Бабарыкі и что можно про яе сказать, про эту команду? В основном, конечно, наши усилия сейчас сосредоточены вокруг международной адвокации и дипломатических контактов, как, в принципе, у большинства оппозиционных структур за рубежом. Так как создание даже той же партии вместе сейчас невозможно, по причине, опять же, тех же самых репрессий, хотя, например, изначально, когда проект запускался в 2021 году, мы действительно намеревались попробовать конструктивно участвовать в политической деятельности, но мы видим, что даже эта форма участия на местных выборах, на парламентских, она неприемлема сейчас в Беларуси. Поэтому, да, наши усилия концентрируются вокруг дипломатии. Члены нашей команды являются и членами контактных групп, о которых я говорил выше. И, допустим, Татьяна Хомич, наверное, самый известный человек из нашей команды, она в основном занимается повесткой политзаключенных и посещает уже различные конференции и встречи, на которых поднимается этот вопрос. А этот вопрос поднимать очень важно, потому что Беларусь, к сожалению, сейчас не на первом месте повестки дня, и вопрос политзаключенных очень быстро забывается. И мы можем оказаться в такой ситуации, когда будут какие-то уступки, будет какое-то снятие санкций без, например, освобождения политзаключенных. Это будет означать провал, например, стратегии Запада по Беларуси в том числе. И вот это самое важное, наверное, что нам нельзя допустить, что если будут какие-то действия навстречу властям Беларуси, чтобы люди при этом тоже выходили на свободу. Для нас это наиболее важно. А ці ёсць магчымасць у людзей з каманды Бабарыкі хоць неяк працаваць унутры Беларусі, не адкрыта і ясна, што не ў палітычных кампаніях? Но, безусловно, у нас очень же обширная сеть сторонников. Если вы помните, то в инициативной группе по выдвижению Виктора Бабарыка на выборы было более 8 тысяч человек. И в партию «Вместе», которая запускалась уже почти год спустя после выборов, мы получили около 4,5 тысяч заявок. И действительно, у нас есть различные неформальные контакты со своими сторонниками, но мы их абсолютно не политизируем, потому что любое политическое участие, политический проект в Беларуси сейчас представляет персональную и личную угрозу для этих людей. И мы не видим необходимости с такими высокими рисками и с таким маленьким результатом на это приоритизировать или как-то давить на необходимость какого-то активизма внутри страны. Скажите, калі вы абвясцілі пра запуск этой партыі разам, яно ўжо даволі дзіўна тады выглядала, таму што было відавочна, што рэпрэсіі набралі такія абароты, што легальную палітычную партыю, рэальную апазіцыйную партыю ў Беларусі стварыць папросту немагчыма. Людзей пасадзяць у турму. На той момант гэта было ўжо зразумела. Ці былі на той момант яшчэ кантакты з самім Віктарам Бабарыкам, бо ясна, што там быў відэаролік, які ён запісаў да таго, але сітуацыя змянілася, сітуацыя мяняецца ўвесь час. Ці не было гэта, так бы мовіць, аўтаматычнае дзеянне, запозненае дзеянне?
Ну, знаете, у нас все время происходит некое переписывание историй. Да? Я хочу напомнить, что партия «Вместе» запускалась в марте 2021 года, когда и представители вашей работники редакции еще находились в здании Минского часового завода по адресу Независимости 95, и Тутбай Медиа продолжала свою работу, и правозащитные организации продолжали свою работу. Так, але політичні партії вже... Поэтому утверждать и лидеры партии, там Виталий Римашевский, и Николай Козлов, который там отбывал срок, потом вышел, и Анатолий Бедько тоже находились в Беларуси. Поэтому, знаете, утверждать, что очевидно, что тогда репрессии набрали оборот, они набрали оборот значительно позже, а именно в конце мая 2021 года, то есть 3 месяца спустя. Это первое. Второе, если вы помните, в это время как раз проходил открытый суд над Виктором Бабарико. И при запуске партии адвокат Дмитрий Лаевский, в том числе на суде, подходил к Виктору Бабарико, показывал ему информацию из средств медиа, из Тутбая того же и других о запуске партии, и знакомил его с программой. Вот. И он об этом давал, кстати, интервью. Поэтому я думаю, что нам нужно не забывать хронологию событий. Очень важно, чтобы понимать, почему те или иные вещи происходят. Потому что когда мы начинаем это немножко упрощать, то нам сложно ориентироваться в причинно-следственных связях. То бок на той момент вы яшчэ разлічвалі, што гэтая партыя можа быць зарэгістраваная і ўдзельнічаць у палітычным працэсе, так? Безусловно, потому что, я думаю, еще до мая 2021 года не было принято окончательное решение со стороны белорусских властей о том, что они будут делать полную защиту гражданско-политического сектора. Это решение принималось в течение весны, и потом оно, к сожалению, было принято. И теперь это не дает возможность не только нам, но и всем остальным работать внутри Беларуси. На вашу думку, што трэба рабіць з тым людзям, якія тады выказалі жаданне далучыцца да партыі, вы сказалі, там 4000 з чымсьці заявак было. Што яны могуць рабіць падчас прэзідэнцкай кампаніі наступнага года? Вы знаете, я думаю, что любое политизированное участие сейчас – это очень опасно персонально. Да? Мы все-таки верим в какие-то формы, скажем так, больше самоорганизации вокруг быта и хозяйствования. То есть, что все еще работает обсуждение с местными органами власти каких-то вопросов, связанных с благоустройством территории, с ремонтом дорог, да, вопросов, связанных, например, с обеспечением надлежащего качества услуг, да, там, уборки подъездов и так далее, так далее, так далее. И на самом деле это тоже форма активизма, и это самая главная форма активизма, которая направлена на прямое улучшение жизни людей, да, в Беларуси. И мне кажется, что вот эти формы, которые еще остались возможными, административная форма участия, это то, куда стоит посмотреть, и там, где стоит фокусироваться. И, конечно же, взаимоподдержка и солидарность, поддержка тех, кто оказался в беде, в репрессиях, но тут нужно тоже соблюдать очень большую осторожность, так как мы видели, что в последнее время именно проекты, которые направлены на солидарность, они тоже подвергались активным репрессиям. Но, безусловно, поддерживать друг друга – это, наверное, одно из самых главных, что можно делать сейчас. Скажите, як вы ацэньваеце дзейнасць іншых апазіцыйных цэнтраў, там, офісу Ціханаўскай, пераходнага кабінету ці Народнага антыкрызіснага управления на чале з Латушкам? Я думаю, что у них есть очень конкретная повестка и конкретные задачи, которые они перед собой обозначили. И судить нужно именно по достижению этих задач. Вот. Если, например, у Павла Латушки есть задачи по усилению санкционного давления или, например, по привлечению к ответственности людей, совершивших преступления в области прав человека, это его выбор, и он этим занимается, и мы можем очень легко понять, например, результат, да, то есть по тому, как вводятся санкционные пакеты, и по тому, например, проходят ли какие-то суды или возбуждаются уголовные дела. Если у офиса Светланы Тихановской основная задача – это международная адвокация, то, в принципе, когда о Беларуси говорят, когда о Беларуси вспоминают и принимают какие-то действия, например, политические в отношении Беларуси, это тоже, наверное, показатель эффективности ее работы. С другой стороны, что, например, не совсем поддерживается со стороны нашей команды, мы, конечно же, не считаем, что
санкции – это эффективный инструмент разрешения политического кризиса. И второе, мы не считаем, что создание протогосударственных образований по типу кабинета или президентских институтов – это тоже эффективный способ организации демократического движения. Во-первых, потому что у этих образований нет шансов на международное признание, так как основной субъект международного права – это государство Республика Беларусь, с которой действуют международные договоры. А во-вторых, мне кажется, это часто отвлекает нас от более приземленных и насущных задач и заставляет немножко очаровываться образом победы, которая на самом деле не состоялась. И мы на самом деле находимся в довольно серьезной ситуации. И я думаю, что нам очень сильно повезет, если, грубо говоря, там, ослабление репрессий или какое-то смягчение будет происходить в течение ближайших 2-3 лет. А очень вероятно, что оно может происходить в течение 10 лет. Поэтому я лично не верю в создание протогосударственных образований. Я считаю, что это не очень правильный подход к своему позиционированию. Акрамя вось гэтага разыходжання наконт протадзяржаўных утварэнняў, якія яшчэ вы бачыце асноўныя стратэгічныя разыходжанні з кабінетам і з офісам Ціхановскай, і у чым вы маглі б дзейнічаць супольна? Вось вы таксама сказалі, што і яна, і яе офіс, і ваша каманда працуюць над тым, каб абараніць, так бы мовіць, інтарэсы беларускіх палітвязняў на Захадзе, але, магчыма, у вас нейкія там тактычныя разыходжанні в этой справе. Да, вы совершенно правы. Я думаю, различия действительно тактические. Они в основном крутятся вокруг, первое, разной оценки ситуации. Да. Здесь, мне кажется, мы расходимся в том, насколько каким ресурсом обладают демократические силы, какими возможностями. Я бы сказал, что команда офиса в этом плане гораздо более оптимистична. Мы пытаемся смотреть на ситуацию, как мне кажется, более реально, особенно с учетом того, что на юге Беларуси сейчас идет горячая война, и, в принципе, все глаза мира устремлены туда. Не говоря уже про конфликтов, которые на земном шаре тоже появляются. И второе, наверное, в чем мы тоже расходимся, потому что мы всегда были против ограничений, связанных с мобильностью белорусов. Да? То есть это вот визы и закрытие посольств – это связанный вопрос. Я помню, что еще в 2021-2022 году, когда команда, например, Светланы Тихановской или Павла Латушко активно призывали к закрытию посольств, отзывы послов, как раз мы обозначали, что это повлияет на возможность этих посольств и консульских отделов выполнять визовые, например, функции. Сейчас это происходит. Я вибачаюся, може бути, я так само це пропустив. У їх були навпростові заяви, що треба відкликати послов, менавіта, так? Да, конечно, конечно. То есть не вручать грамоты не вручать Александру Лукашенко, соответственно, посол не может приехать, потому что есть определенный международный протокол, который это предполагает. Да? А для белорусской стороны это принципиально соблюдение протокола. Но понятно, что есть разные причины. Какие-то посольства, инициатива белорусская со стороны была в том, что сократили их штат, но какие-то посольства действительно пытались сделать политическое заявление, этим самым это повлияло на возможность выдачи виз. И плюс трансграничное сообщение. Вот, например, электрички в Вильнюс, они были отменены во время ковида. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, в чем проблема со стороны литовской стороны возобновить железнодорожное сообщение. Я не очень понимаю, как это будет влиять позитивно на режим. Я не думаю, что... Але я вибачаюся, що тут вас переб'ю, але у гэтым плане, мне здаецца, все ж таки это больш залежыць ад літоўскіх уладаў. Мы регулярно размаўляем з літоўцамі, і у іх свае нейкія апасенні. Я не думаю, што тут моцна адыгрывае ролю меркавання нейкіх нават фракцый у апозіцыйных сілах Беларусі. У іх свае там ёсць засцярогі наконт бяспекі і іншых пытанняў. Да, но если мы заявляем о том, что, например, лидеры демократических сил, офис Светланы Тихановской, он влияет на международную политику и тем более находится в Литве, то, по идее, мы должны тоже показать свою эффективность и попробовать заниматься этими вопросами. Безусловно, это решение литовской стороны, и я именно его и критикую. И на встречах, когда я встречаюсь, например, со спецпосланницей Литвы по Беларуси, я постоянно поднимаю этот вопрос, и, честно говоря, каких-то аргументов обоснованных я не слышу. Говорят, что это угроза национальной безопасности. В чем заключается угроза?
я не очень понимаю. Либо у литовской стороны нет возможности адекватно проверять на пограничном контроле паспорта, либо что имеется в виду, я не очень, честно говоря, понимаю. Как электричка людей, которые едет к родственникам или, не знаю, даже за покупками или куда-то еще, будет представлять угрозу национальной безопасности Литвы. Второе, что я хочу сказать, запрет на полеты – это тоже очень спорная вещь, и прежде всего она бьет именно по обычным белорусам. Да, безусловно, наверное, просто отменять этот запрет, это было бы неправильно, и действительно тут нужно искать возможности, что могут белорусские власти предложить взамен за это, но, очевидно, запрет на полеты – это вещь, которая именно бьет по обычным белорусам. Она не бьет по экономике режима, она не бьет по силовым структурам, она не бьет по, грубо говоря, международной позиции Беларуси, вот там, не знаю, в ООН или ее позиции относительно войны в Украине. Я не понимаю, как, например, эта ограничительная мера, какие она задачи решает. Вы уже сказали, что в найлепшым выпадку рэпрэсіі могуць паслабіцца праз 2-3 гады, а в найгоршым вы говорите про 10 гадоў. Ці правда, што в прынцыпе каманда Бабарыкі мае такую стратэгію з разлікам на тое, што ён фактычна адседзіць увесь свой тэрмін 14 гадоў, і вось пасля гэтага могуць адбыцца нейкія змены? Знаете, я не думаю, что правильно называть это стратегией, потому что мы понимаем, что в условиях белорусской тюрьмы случится, к сожалению, может быть всякое. И мы с очень большим переживанием смотрим именно на то, как заключенных решают коммуникации. И вот вы знаете, что и Мария Колесникова, и Виктор Бабарыка, они в течение прошлого года попадали в больницу. И нас это очень беспокоит. Когда я говорю о сроках в 10 лет, я не говорю именно про персоналии, а я говорю скорее про то, с чем мы можем столкнуться. Что выход вот из этого политического кризиса 2020 года и какое-то возобновление политической жизни может занять этот срок. Значит ли, что это стратегия ожидания, я не знаю. Я, может быть, возможно, буду мрачным, но я думаю, что сейчас практически у всех активистов за рубежом политическим это стратегия активного ожидания пространства для возможностей. Очень часто говорится про черных лебедей, про окна возможностей. Это все говорит о том, что в целом сейчас каких-то эффективных средств для работы политической их нет. Это значит, что, в принципе, все структуры находятся в режиме ожидания. Просто они с разной степенью активности, с разной степенью медийности ведут свою деятельность. Ну, вось частка палітычных сілаў выказвае надзею на тое, што Расія ў выніку вайны так ці інакш праз некалькі гадоў можа радыкальна аслабнуць, знікне яе ўплыў на Беларусь, і тады рэжым будзе вымушаны рабіць нейкія крокі, зноўку балансаваць, каб зноўку знайсці нейкія фінансы і падтрымку, магчыма, на захадзе. А у вашай вось гэтай перспектыве праз 10 гадоў што можа змяніцца, калі ўсё будзе развівацца, я не ведаю, паводле цяперашніх тэндэнцый, і Расія працягне падтрымку Лукашэнкі, можа быць, замест Лукашэнкі прыйдзе новый Лукашенко. Вось што і чаму можа змяніцца ў Беларусі, на вашу думку? Ну, прежде всего, личностный фактор очень важен. Да? На смену Лукашенко не может прийти другой Лукашенко, потому что у него будет другая фамилия. И такого человека, как Лукашенко, наверное, сложно будет найти, особенно в условиях 30 лет определенного отбора. В политических элитах я сомневаюсь, что сейчас есть человек сопоставимый по своим убеждениям или по своим подходам с Александром Лукашенко. Это первое. Поэтому личностный фактор здесь очень важен. Я уверен, что даже с технической сменой президента на президента с другой фамилией уже произойдет много изменений. И это очень много развяжет дипломатических инструментов в том числе. Россия здесь действительно очень важный определяющий фактор. Но я не верю в быструю дезинтеграцию, например, режима в России, того, который сейчас есть, и не верю в быстрое ослабление. Это будет тоже происходить довольно долго, и это будет очень зависеть, как мы понимаем, от итогов войны в Украине. И мы видим, что война в Украине, она не имеет однозначно оптимистическую тенденцию. Да? То есть ни одной стороны пока нет решающего преимущества, и выйти на границы 1991 года Украине довольно сложно. Более того, сейчас, наоборот, существует опасность, что в связи с возможной сокращающейся поддержкой со стороны Запада, тенденция, наоборот, станет угрожающей обратной.
И это будет проблема, потому что, конечно, какой-то позитивный исход войны в Украине, он позитивно может отразиться и на потенциал дипломатической работы с Беларусью. Потому что если Украина начнет вести разговор там, о прекращении огня или о какой-то фиксации статуса кво, то это будет переход уже из горячего конфликта в дипломатические процедуры. И здесь точно будут открываться возможности для обсуждения с белорусской стороной каких-то либо послаблений, либо изменений и во внутренней политической ситуации. Конечно, белорусская сторона будет настаивать, что внутренняя политическая ситуация не связана с внешнеполитической, но мы все понимаем, что часто так бывает, что де-факто это так. И я уверен, что белорусский вопрос будет частью повестки по Украине, в каком бы виде эта повестка не формировалась. На какой бы площадке это бы не было, Беларусь там в каком-то виде будет. Я не думаю, что она будет представлена демократическими силами, я не думаю, что она даже может быть представлена самим Лукашенко, но белорусский вопрос как фактор там точно будет. И в этом смысле нам очень важно, чтобы наши партнеры демократические, которые поддерживают демократическое будущее Беларуси, они, грубо говоря, не забыли про то, что в Беларуси сидят люди в тюрьмах и, например, не пошли вот на какие-то послабления или ограничения, вот не потребовав или попросив, я не знаю, какое-то слово правильно применить, у властей Беларуси уступок в этом отношении. Ну і я хотів би апошняе пытанне задаць у іншым кірунку. Вы сказалі, што не верыце ў хуткую дэзінтэграцыю Расіі, што калі яна будзе павольнай, але ці магчыма якраз зваротная рэч, што ў выніку фіксацыі гэтага канфлікту Расія захоча цалкам інтэграваць Беларусь і замест новага Лукашэнкі мы атрымаем нейкага новага ці першага губернатара паўночна-заходняга края. Ці бачыце вы рэальна гэтую небяспеку? Ці лічыце вы, што трэба неяк рыхтавацца і супрацьстаяць? Да, я вижу такую угрозу. Я действительно вижу такую опасность, но, к сожалению, я не очень понимаю, как демократические силы могут на это повлиять. Потому что у нас нет никакого эффективного контроля над территорией Республики Беларусь. И такое, скажем так, такая интеграция, она будет, скорее всего, такая полувоенная, да, то есть, скорее всего, будет каким-то образом обеспечен контроль на территории со стороны Российской Федерации. Ну, я, честно говоря, не знаю, как к этому можно готовиться с нашей стороны. Я очень надеюсь, что это не будет происходить. И в этом смысле мы тоже, когда делаем какие-то определенные политические движения и заявления, мы должны помнить, что главное – это укрепление суверенитета Республики Беларусь на тех территориальных границах, на которых она сейчас есть. И в своей погоне борьбы, скажем так, с одним определенным человеком нужно помнить о том, что есть всегда риск потерять страну полностью. И тут, как ни смешно, я согласен вот с Зиновным Станиславовичем Поздняковым, мне кажется, он часто об этом говорит. Я, наверное, не согласен с ним в том, что он видит во всех агентов иностранных спецслужб, но в плане того, что укрепление суверенитета и независимости Республики Беларусь – это общая задача, и как для властей Беларуси, и как для демократических сил, это я на 100% с ним согласен. Дякую вам вялікі за гутарку. Спасибо. Нашым гостем быў сакратар каардынацыйнай рады, каардынатар па стварэнні партыі «Разам», а таксама штабу Віктара Бабарыкі Іван Краўцоў. Гэта была праграма «Пік свабоды». З вами быў Аляксей Знаткевіч. На гэтым я развітваюся з вами. Не губляйце свабоды.